Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф, и сегодня мы с вами обсудим, что у вас на пороге. Это гадание на Таро Фаволь, это Таро сказок на одну позицию. Вы эту колоду у меня еще не видели, это колода Таро Виктории Францесс, да, и у нас такое будет развернутое гадание, но вот на одну позицию. Кому-то подойдет, кому-то не подойдет, то есть, у каждого здесь, как говорится, по интуиции, да. Если вы чувствуете, что это ваш расклад, смотрите. Если нет, значит все, значит это не ваше и все. То есть можно посмотреть начало и сориентироваться. Что у вас на пороге? Что скоро произойдет? Может быть, какие-то возможности откроются? Какие будут препятствия? Тоже посмотрим. Что на пороге? Что на пороге? Итак, давайте сдвинем 3 раза, посмотрим напутствие высших сил на расклад. И это у нас 10 крестов. Конечно же, эта карта показывает, что в скором времени вам нужно будет в жизни много сделать, много преодолеть, что-то закончить, начать что-то новое. Высшие силы говорят, что вот вполне возможно вы расстанетесь со своими проблемами, которые накопились, и вот с новыми силами двинете вперед. То есть все будет хорошо, конечно же. Хорошо, давайте тогда смотреть, что у вас на пороге. Что у вас на пороге? Кто вы сейчас? Вы у нас 8 бабочек. Вы человек, который сейчас испытывает, возможно, какие-то страхи, ограничения, комплексы или переживает о чем-то. Может быть, вы чувствуете, что не можете пройти какой-то барьер, какую-то трудность в жизни, выйти из кризиса. Сейчас ваши эмоции заперты внутри вас. На самом деле у вас не так много ограничений, но вы их внутренне именно ощущаете, ничего с этим сделать не можете. У вас есть какие-то негативные программы, скорее всего, не дающие перейти на следующий уровень. И вот вам нужно и приложить усилия, да, чтобы выйти из этого. Что у вас на сердце? На сердце у вас 9 роз. Эта карта показывает, что вы беспокоитесь о деньгах, о финансах, либо об каких-то жизненных удовольствиях. Вообще, эта карта, она всегда говорит о том, что человек очень хочет исполнить какое-то свое желание. Это желание очень важно для него. Он также не очень многое хочет сделать для этого. То есть вы как будто хотите, чтобы ваши желания исполнялись именно по воле Вселенной, но не предпринимаете самых активных действий для этого. Плюс, возможно, по этой карте вы предаетесь удовольствием, допустим, заедаете стресс, может быть, много находитесь в пассивном состоянии, спрятались куда-то, да, и не выходите. То есть такое сейчас вот как. И это пассивная карта, и это пассивная карта. То есть это пассивное такое поведение даже у человека, но он желает и выйти из кризиса, и лишиться своих проблем, да, и исполнить какие-то мечты. Однако как будто бы у вас есть ступор именно в плане действий. Под сердцем у вас туз роз. Туз роз говорит о том, что на самом деле вы очень талантливый человек, и у вас есть, возможно, чувство к кому-то, и это все где-то вот глубоко-глубоко внутри спрятано, все ваши эмоции, они глубоко внутри, и вы их вот как будто бы вот прямо не разрешаете выходить, вы их запираете там, то ли высказать кому-то что-то не можете, то ли вообще с кем-то важным для вас поговорить. Плюс вы бы очень хотели, может быть, заниматься какой-то интересной для вас деятельностью. Но пока вы себе просто даже не показываете этот зеленый флажок, да, чтобы взять и стартануть.
Что у вас в голове? Четверка бабочек говорит о том, что либо вы думаете о болезни, либо вы думаете о том, что вы очень пассивны и пока не собираетесь двигаться, шевелиться в сторону развития или в сторону того, чтобы решать свои проблемы, или вам просто жизненно необходим отдых после какого-то тяжелого периода. Также четверка бабочек наступает именно после тройки, ну то есть момент, когда в прошлом была какая-то травма или какая-то обида на кого-то, на человека очень важного для вас, а сейчас идет как будто бы вот, ну, сердце начало оттаивать, да, но идет как бы такое состояние, что вы начали отпускать эту обиду. В ногах у вас то, о чем вы сожалеете, это девятка бабочек. Вы много в жизни переживали или депрессивных состояний, или даже были какие-то страхи, и поэтому вы не совершили то, что хотели, или не добились то, чего хотели в жизни из-за своих внутренних страхов. Вы очень об этом жалеете. У вас какие-то внутри комплексы, возможно, все это время были, или действительно депрессии, да, то есть нервные состояния, может, какие-то, и вы жалеете об этом. Прошлое. Королева цветов, роз, королева роз, да, она показывает, что вы в прошлом были гораздо стабильней, чем сейчас, но, может быть, вы вообще занимали какое-то место, ну, как в семье важное место. Сейчас у вас даже, ну, вот не такое состояние, как раньше, что-то поменялось. Вы себя не чувствуете принадлежным кому-то человеком. Раньше у вас как будто была опора в виде семьи, а сейчас этого нет. И вы как, ну, потерялись, да, потерялись. Запираете и чувства свои на замок, но они у вас внутри есть. Но в прошлом вы действительно были вот как более весомым, что ли, важным человеком, как вы считали. Вот. И для многих людей были более важны, больше общались, что ли, с людьми. Будущее показывает шестерку роз, а это значит, что в будущем вы все время будете оглядываться на прошлое, или какой-то человек из прошлого придет в вашу жизнь. Но оглядываясь на прошлое, вы, скорее всего, начнете разбирать это прошлое, да, и выходить из его каких-то вот цепких оков. Более того, шестерка роз, она показывает, что если даже и вернется какой-то человек из вашего прошлого, будет снова с вами общаться, то это будет как-то все равно иначе. Вы поймете это все иначе. Что на пороге? Что на пороге у вас? Тут, значит, у нас королева масок, рыцарь бабочек, да, рыцарь бабочек. Девятка крестов. Смотрите, карты как говорят, что в ближайшем будущем в вашей жизни будут важны женщина и мужчина. Женщина, возможно, как-то связана, да, с энергией Земли. И эта женщина, она, ну, может быть, окажет вам какую-то поддержку в скором времени. И какой-то молодой человек, мужчина, тоже будет играть важную роль для вас. Но он как будто встает вообще на защиту, на то, чтобы вас защищать от чего-то. И он может оказаться даже агрессивным по отношению к тем, кто каким-то образом вас, ну, обижал до этого. То есть прям встает именно на защиту. Так, дальше мы видим здесь. Дальше мы видим здесь королеву бабочек, пятерку масок и луну. Вы знаете, карты говорят о том, что у вас на пороге женщина, которая вам, ну, в чем-то в жизни может вредить. И в чем-то она похожа, да, похожа на вас из прошлого. Может быть, это даже какая-то родственница, которая раньше видела с вами много общего, а сейчас не видит. И она,
ну, либо она ваша соперница и в чем-то на вас просто даже внешне похожа, или как, ну, по характеру, например. И она постарается сделать все, чтобы, ну, как-то вот либо рассорить вас с окружающими, либо нанести даже материальный ущерб. Ну, как вражда идет какая-то, вражда и даже черная магия может быть. Двойка бабочек, двойка масок и шут. Говорят о том, что вы предстанете перед выбором, и сделав этот выбор, вы, скорее всего, будете правы. Вот потом вы отправитесь, возможно, в какое-то путешествие, либо приключение, либо в совершенно новую ситуацию. И тогда эта женщина отходит совершенно на второй план. То есть вы избавитесь от этого негатива, вот, от ее негатива. Но она действительно, вот, может быть, и до этого играла роль в вашей жизни, такую не очень хорошую, да. Смотрите, дальше, значит, карты говорят. Десятка роз, 15-я арканы башня. Они говорят о том, что вы избавляетесь от зависимости или зависимого положения. Вот. И может работа над вами так, да, влияла на вас, что вы были зависимы. Может быть, какие-то люди или человек, но вы избавляетесь от этого, и у вас явно улучшается в жизни семейное положение, да, то есть у вас либо личные отношения как-то налаживаются, либо семейные налаживаются отношения. Значит, дальше я вижу здесь шестерку масок, колесо и силу, да, вот все поворачивается в сторону реабилитации, все поворачивается к тому, чтобы иметь стабильный доход, решить свои проблемы, пусть и именно с помощью перемен, да, то есть ваши проблемы действительно решатся, но будут крупные перемены, какие-то кардинальные перемены, и сила говорит, что вы обретаете силу после того, как эти перемены наступят. То есть у вас идет смена положения, смена вашей позиции в жизни. Может даже смена окружения, там, допустим, или коллектива. Вот я говорю рабочий, может смена рабочего коллектива. Вот. И подытожим, тут у нас, значит, рыцарь цветов. И мы видим здесь вот, что обнимаются, да, вот как, ну, какая-то немножко тут такая колода готическая, да. Печальная выглядит история, но на самом деле нет. На самом деле как будто бы у вас в любви действительно пойдет расцвет, да, и могут быть какие-то свидания, могут быть подарки от противоположного пола, внимание будет, вот, поэтому здесь, после того, как вы обретаете силу, у вас и в семье будет хорошо, да, но после того, как вы обретаете силу, у вас будет именно романтичный период в жизни, романтика в любви. Ну, вот такое вот на пороге выпало. Я думаю, что это все решаемо, и тем более, что карты потом выпали такие, да, насыщенные лучше, что действительно даже ваши враги обернутся вам только на пользу, да, их дела какие-то нехорошие обернутся вам только на пользу. Ну и общайтесь вот тут вот с женщиной и с молодым человеком, это очень важно, они вам действительно в чем-то хотят как помочь и даже защитить. Вот, ну, вот такой ответ сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.